Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Правда, которую вы должны узнать. Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте на правду, и давайте вместе посмотрим, о чем вы должны узнать, о какой правде вы должны узнать. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть откроют то, что сейчас от нас скрыто, то, чего желали слышать и узнать. Так, как много правды здесь вышло. Ну, давайте пойдем по порядку. Прежде всего, вы должны узнать, что в этом огромном мире есть человек, который вас любит. Любит сильно, любит долго, любит крепко. Любовь эта односторонняя. Вы не то чтобы не знаете, вы даже и не догадываетесь. Вам никогда и в голову не приходило, что этот человек вас так сильно любит. Любовь это не идет как запретная. Скорее всего, то ли вы не свободны, то ли этот человек не свободен. То есть нельзя подойти, нельзя сказать, нельзя признаться. Но этот человек, он всегда и мыслями, и сердцем, и душой с вами. А это о многом говорит. Любовь этого человека к вам в энергетическом плане вам часто помогает. Вижу, что этот человек за вас молится. Вот ежедневные молитвы о вашем здравии, о вашем благополучии, чтобы Создатель беду от вас отвел. Ну, буквально человек говорит так: накажи меня, но любовь мою сохрани, убереги. Пусть мне достанется вся боль и все страдания мира, но чтобы моя любовь была счастливая и улыбалась. Для женщин понятно, что мужчина, для мужчин женщина. Просто переворачивайте мужчины на себя. Человек давно вас любит. Это любовь такая проверенная временем, можно так сказать. Человек не питает никаких иллюзий, не питает никаких надежд. Он просто этой любовью живет. Ну, либо она живет этой любовью. К сожалению, я не вижу, что в ближайшее время была такая возможность для вас вот это все прояснить. Человеку перед вами открыться, и вам это все узнать. Да, кто меня конкретно любит. Но, опять же, этот человек где-то рядом с вами находится. У человека есть возможность вас видеть. У кого-то постоянно, у кого-то периодически. Но, тем не менее, вы должны знать, что вас действительно по-настоящему любят и что за вас ежедневно человек молится. Да, в прямом смысле слова. Какой бы религии этот человек ни придерживался, какого бы вероисповедания, молится Создателю за ваше благо, за ваше счастье. Для себя ничего не просит, он просит для вас, либо она просит для вас. Вы иногда, возможно, эту любовь чувствуете, во снах чувствуете, либо даже наяву можете чувствовать. Но открыться эта любовь пока не может. Нет таких условий, либо еще не созрели такие обстоятельства, чтобы все выяснилось. Но вас действительно по-настоящему любят. И это факт, это правда. Дальше, мои хорошие. Показана страшная зависть. Вам очень сильно завидует кто-то из своих. Это звучит отвратительно, я понимаю.
но вы должны об этом знать. Человек уже практически полностью поражен этой завистью, как такими огромными язвами, черными язвами. Зависть и в душе, зависть и в сердце, зависть и в мозгах, да, зависть и на языке. Человек уже с последних сил сдерживает себя, да, чтобы вам в открытую это все не сказать, чтобы вам в открытую не начать вредить. Человек хорошо знает вашу жизнь, историю вашей жизни. Вы с этим человеком очень часто делитесь тем, что вас беспокоит, тем, что болит, тем, о чем думаете, о чем мечтаете. Вот. И каждый раз этот человек свою зависть прячет за дружеской улыбкой, либо поддерживающей улыбкой. Но зависть очень плохое чувство. Это как токсичный яд, который человека изнутри разъедает. Были уже вам звоночки, были уже намеки, и вы ссорились, я вижу, с этим человеком, но вы слишком добрая, либо добрый, и все списываете на какие-то обстоятельства, либо на дурное настроение, но на самом деле это зависть. Вижу, что с этим человеком ваши пути должны разойтись. Кем бы этот человек вам ни приходился, но близкий кто-то, пути ваши должны разойтись. И другого выхода нет. Нельзя этого человека переубедить, нельзя от зависти очистить. Это уже невозможно. Человек уже полностью погрузился во тьму, да, ушел в темную сторону. Назад дороги к свету нет, ее просто не существует. А почему вам открылось это сейчас? Потому что вижу, что человек уже с последних сил сдерживается, и совсем скоро эта зависть, она просто изо рта, из глаз, из ушей прям польется. Польется. В один момент этот человек превратится в чудовище рядом с вами. Не пугайтесь, вашей вины в этом нет. То, во что превратится этот человек, это и есть его, либо ее истинная суть. Понимаете, чудовищами не становятся, чудовищами рождаются. Может быть, человек поначалу более-менее как-то держался, но видите как. Все-таки жизнь берет свое, все-таки жизнь проявляет, кто из нас ангел, а кто из нас чудище. Вам, да, не повезло, что вы очень сблизились с этим человеком. Но видите, как в жизни все бывает. Если честно, здесь настолько близкий человек. Это не только может быть близкая подруга, либо друг. Это может быть брат и сестра. Это может быть муж, либо жена. Сильная зависть, страшнейшая зависть, которая уже все внутри поразила у этого человека. Человек завистью гниет изнутри. И нет никакого способа, чтобы этого человека вылечить. Скоро все прорвется, скоро вы все поймете. Не надо выяснять отношения, нужно просто расходиться, как в море корабли. Это единственное правильное решение, это единственный правильный выход из той ситуации, в которой вы, к сожалению, скорее всего, скоро окажетесь. Больно терять людей, больно терять друзей, но что поделаешь? Вы, еще раз говорю, ни в чем не виноваты. Я не вижу тут ни единого повода вам завидовать. Ваша жизнь — это как история борьбы за выживание. Все, что у вас есть, досталось вам тяжелым трудом, потом и кровью. Вы не родились золотой ложкой, к сожалению, во рту. Все как непосильным трудом. Много вам пришлось страдать. Много. Но этот человек считает, что нет. Вы слишком легко живете, вам слишком легко все дается. Зависть прорвется, и ничего с этим не поделать. Здесь вас скорее как готовят, предупреждают. Так, еще правда. Здесь вам кто-то пытается глаза замылить. Человек, который выдает желаемое за действительное. Кто-то рядом с вами вам все время рассказывает, как он шикарно живет, либо она шикарно живет, как в жизни все сложилось самым чудесным образом, как человек прям в счастье купается. А на самом деле этот человек в слезах купается, в кровавых слезах купается, понимаете?
Для вас разыгрывается картинка очень счастливого и успешного человека, а за закрытой дверью, когда человек уходит к себе в дом, там кровавые слезы. Там может быть и болезнь какая-то, и, знаете, вот эта жизнь в долг, в кредит. Там дома может быть какая-то мясорубка, да, с тем, с кем живет этот человек. Здесь вот именно идет замыливание глаз. Вы смотрите на этого человека, думаете: о, какой успешный, да? Либо: ой, какой молодец, какая умничка. Может быть, даже в какой-то степени пример хотите брать. Либо вы, ну, допустим, о чем-то сожалеете. Ну, почему нет? Если это какой-то ваш бывший, который рисует картинку там счастливой жизни, вот, и говорит: вот видишь, ты от меня ушла, а могла бы, ну, типа, жить как я. Врет. Этот человек абсолютно несчастлив. Кровавые слезы я вижу у этого человека. И именно в них он купается. То есть это, я так понимаю, повсеместно, ежедневно, ежечасно происходит. Сердце рыдает кровью. Понимаете, насколько плохо и тяжело этому человеку. Вот, так что идет замыливание глаз. В прямом смысле этого слова. Дальше, мои хорошие. Но это, скорее всего, на работе у вас происходит. Очень похоже, что у вас на работе, ну, наверное, такое неприятное слово, но я скажу. Ну, вот такое общее ощущение, что вас прям загоняли на работе. Слишком много просят, слишком много, нет, не просят, требуют. И еще постоянно вам какие-то слова говорят из серии, что вот, уволим, сократим. Там вот есть более какие-нибудь способные, либо молодые сотрудники. Вас используют, вас запугивают. На самом деле в вашем коллективе никто с вами сравниться не может. Вы очень опытный, очень старательный и профессиональный сотрудник, чем бы вы ни занимались. Ваши руководители это понимают. Но жадность перевешивает здравый смысл. Да? Не хочется вам платить по чести, по совести, по справедливости. Поэтому, грубо говоря, цепляются, вот, ну, к ровному месту цепляются. Лишь бы вы не поднимали голову, лишь бы вы прибавки к жалованию не просили, лишь бы вы, ну, грубо говоря, знали свое место, да, в таком ключе. Это очень отвратительная ситуация, но вы и сами это понимаете, чувствуете. И то, что с вами происходит на работе, вот это отношение такое вот хамское, свинское, отчасти вы и сами допускаете. Просто вы поверили своим начальникам, руководителям, либо коллегам и, ну, грубо говоря, застряли на этом месте. Вы очень талантливый человек, вы очень способный сотрудник, способнее, чем все те, кого вы знаете. Вы могли бы перейти на другую работу, в другую компанию, и там бы вы точно обрели свой лавровый венок. Все почести, все плюшечки бы получили, но вас что-то не пускает. Вот как, знаете, пустили корни, грубо говоря, и терпите это все. И также я вижу, что у вас неординарные способности к тому, чтобы, ну, грубо говоря, зарабатывать. Вот зарабатывать, может быть, своим каким-то делом. Что-то вы знаете больше, чем другие, что-то вы умеете, то, что недоступно другим. Но опять же, какой-то страх и неуверенность вас почему-то сдерживает. Вот. Ну, как говорят, не попробуешь, не узнаешь. Понимаете? Может, вам нужно какие-то тренинги посетить, может быть, сходить на прием к психотерапевту. Есть что-то, что как тиски сдерживает ваш ментал, понимаете, сдерживает вас в полушаге от вашего раскрытия, развития, достижений. Опять же, может быть, долго на вас капали, давили и прям действительно убеждали, что вы там не ахти сотрудник, что вы там не особо талантливый человек, что вы, ну, там, никому не нужны. Да, запросто могли вам такое говорить. И вы в это поверили в какой-то момент и смирились с этим. Поверили, приняли и смирились. А это очень деструктивно. Просто невероятно деструктивно.
Вот. Здесь, конечно, нужно собой заниматься и нужно бороться с этими комплексами. Тем более, еще раз говорю, они не ваши. Вас просто так надрессировали, извините за слово, но я не могу сказать другого. Вы ведь были несколько лет совершенно другой, совершенно другим. Вы ничего не боялись, вы были открыты миру, вы были полны идей. Вот что с вами произошло? Подумайте. Надо как-то с этим бороться. И вижу, что ваше время, оно уже давно пришло. Но вы не делаете того самого решающего шага, который позволит вам полностью раскрыться и достигнуть вот этой вот самой высшей степени развития. Может быть, какую-то психологическую литературу вам почитать, может быть, каких-то даже психологов на том же Ютубе посмотреть. Но что-то надо с этим делать. Так дальше продолжаться не может. Вы сейчас просто прозябаете. Прозябаете, нет другого у меня слова. Вы меня простите, именно это слово идет из потока. Цены себе не знаете. Вот, цены себе не знаете. Вы очень хороши. И те, кто вами руководит, те, кто вас окружают, это все прекрасно понимают. Вот и все. Дальше, мои хорошие. Какому-то вы человеку поверили. Здесь человек, похож образ как мужчина, но с рыбьим хвостом. Восклицательный знак. Человек, чтобы на вас влиять, чем-то вас очень сильно удивил. Удивил, поразил. В таком ключе идет информация. Знаете, как дров подкинул. И вы в какой-то момент этому человеку прям не то чтобы поверили, доверились, а человек с рыбьим хвостом. Русал, либо русалка, обманщик. Кому-то не тому вы поверили, кому-то не тому вы доверились. Вот подумайте, кто для вас сейчас герой, кто для вас сейчас кумир, кто для вас сейчас как свет в оконце. Действительно ли этот человек тот, за кого себя выдает? Действительно ли этот человек может сделать то, что вам обещает? Знаете, когда верилась, поверила не тому. Либо, если вы мужчина, просто переворачивайте на себя. За этим восклицательным знаком пустота. Там ничего нет. Благодаря тому, что вы этому человеку верите, этот человек на вас влияет и, извините, вами пользуется. А так не должно быть ни в коем случае. Как ошибочно, ошибочно поверили, потому что человек какой-то хитрый трюк с вами сделал. На самом деле человек пустышка и лжец, обманщик, мошенник с рыбьим хвостом. Вот подумайте, присмотритесь, вы должны раскрыть этот обман. Дальше, мои хорошие. Вижу, что какой-то человек пытается с вами связаться, но не может. Не может, не могу сказать, какая причина, но вы на этого человека злитесь. Вам кажется, что этот человек о вас забыл, что этот человек обещал и не делает. Но там какие-то серьезные обстоятельства, либо обстоятельства непреодолимой силы, просто невозможно с вами связаться. Может быть, сейчас невозможно, а чуть пройдет время и все получится. Человек о вас не забывает, человек все помнит, и человек делает все возможное и невозможное для того, чтобы выйти с вами на связь. Понимаете, это жизнь. В жизни всяко разно бывает. Вот делайте скидочку, ни на кого не обижайтесь, иначе потом будет неудобненько, будет стыдновато, что вы обижались, человек там драму переживал, как выйти с вами на связь. Никто про вас не забыл. Нет такого. В природе не существует. И еще, мои хорошие, это касается вашей внешности, фигуры, внешности. Понятно, что очень мало, крайне мало людей, которые были бы довольны своей внешностью, своей фигурой. Вот, у вас слишком много претензий к себе, и к себе вы как-то очень жестко относитесь. Но почему-то вы не видите в зеркале, насколько вы молоды, насколько вы хороши. Вы не видите, что вы гораздо младше, чем ваши сверстники. И совершенно не соответствуете своему возрасту в паспорте. У вас красота, у вас ум, у вас обаяние. И еще какая-то изюминка есть, которую вы от всех прячете. Да, какая-то отличительная, уникальная черта.
Вам не прятать свою изюминку надо, вам наоборот ее нужно всем показывать. И нельзя себя стесняться ни в коем случае. Либо вам ли стесняться, вы невероятно хороши, мужчины и женщины. Вы постоянно ищете в себе какие-то недостатки. Недостатки, притянутые, как говорится, за уши. Да? Их на самом деле нет. Это вам кажется. И если вы возьмете за привычку хоть иногда оглядываться, вы будете шокированы, как много людей вами любуются. Любуются в прямом смысле этого слова. Женщины любуются мужчины, а мужчиной любуются женщины. Вы очень хороши, вы очень привлекательны. И вижу, что природа наделила вас какой-то редкой, но очень эффектной сексуальностью. То есть вы, грубо говоря, скромно одеты, вы в повадках очень скромны, но при этом от вас просто на несколько километров веет вот этой сексуальностью. Но опять же, возраст здесь вообще ни при чем. Вы влияете, вы очень влияете. И те феромоны, которые вы распространяете, вот, сводят просто с ума, зажигают не только сердца, ну, в общем, вы поняли, да, все зажигают. Да, так оно и есть. Просто почаще оглядывайтесь, и вы увидите, какими томными взглядами вас провожают все те прохожие, с которыми вы, ну, грубо говоря, на улице встречаетесь, либо люди, с которыми вы в одном помещении находитесь. Вот обалдеете, вот правда, вами любуются, вами восхищаются, вас желают в конце-то концов. И это правда, это чистая правда. А вы смотрите на себя в зеркало и думаете: о, лысина, залысина, морщина, нос не такой, уши не такие, там еще что-то не так. Это все ерунда. Этого нет. Этого нет. Вы невероятно привлекательны и очень молодо выглядите. Вот это вы должны про себя знать. И еще, мои хорошие, я надеюсь, что это не для всех, потому что это прям какое-то безобразие, но я все равно вам скажу. Во-первых, вижу человека в рубашке. То есть, скорее всего, вы родились в рубашке. Возможно, вы об этом знаете, возможно, вам следует расспросить своих родственников. Это первый момент. Второй момент. Вижу, что кто-то вам пытается навредить. Причем навредить в каком плане? Сосвету жить. Сосвету жить. Кому-то вы очень сильно мешаете. Вижу, что человек уже неоднократно вам и порчу делал, и какие-то подклады вам были, и что-то странное вы находили, и какой-то, как подтеки воды были, да, какой-то, скорее всего, мертвой водой, вам и двери поливали, и машину могли полить. Вот было, это все было. Кто-то с вами борется именно черной магией, именно порчами. Это отвратительно, это безобразно. Вы на себе это можете ощущать, но из-за того, что вы родились в рубашке, на вас эта порча не действует как положено. А тот, кто на вас делает, он прям с ума сходит, либо она с ума сходит. Вот что у вас ничего не берет? Как так? Почему ничего не берет? Ну что ж это такое, да? Почему не берет? Я уж столько денег заплатила, да, я уж столько порчи этих заказал, а не берет. Не берет. Значит, рубашка. Рубашка и ваша внутренняя защита. Опять же, человек вы благочестивый. Вот. А тот, кто зла не делает, тот зло и не получает. Понимаете? Вы своей же благочестивостью, добротой защищены. Знаете, что показано? Показано, что тот, кто вам эти порчи делал, кто вам зла желал, кто хотел вас жить сосвету, буду говорить как есть, извините, этот человек скоро очень сильно заболеет. Причем очень похоже на какое-то заболевание, вот смертельное, типа онкологии, там, знаете, в таком плане. Не обязательно онкология, да, но что-то вот прям смертельное. И вижу, что этот человек, только лишь будучи на смертном одре,
ну, либо когда узнает свой диагноз и поймет, что не так-то долго ему осталось, ей осталось, вот начнет исправлять все, что делал, все, что сделала. То есть человек, ну, будет просить вас о прощении. Может признается, может не признается, просто будет просить прощения. Вот ты меня прости и все, ты меня прости и все. Желательно, конечно, простить, найти в себе силы и простить. Почему вообще я вам все это говорю? Здесь этот человек с вами с чем-то связан, какими-то обязательствами либо узами. Ну, в общем, у кого-то окажется, что этот человек гораздо ближе, чем вы могли подумать. Но, тем не менее, вижу, что заболеет, и это как поворотная точка в жизни и судьбе этого человека. Поворот вниз в никуда, в землю. Вот. И этот человек прям настойчиво будет просить вашего прощения. Это показано. Грубо говоря, это вся порча, которая на вас была сделана, поскольку вы в рубашке, поскольку вы благочестивы, поскольку вы богоугодный человек, да, она от вас отбивалась и в этого человека била. Да, и человек сам себе сократил ну, свою жизнь, назовем это так. Сам себя обрек на болезни, на страдания и на смерть. Не вижу, чтобы этому человеку можно было помочь, чтобы там вылечился. Нет, я этого не вижу. Вижу, что будет прям слезно умолять ваше прощение, просить. Вижу, что у вас что-то пропадало. Кто-то мог пропасть. Ну, животное могли забрать, украсть. Может быть, какая-то вещь любимая у вас пропала. Вижу, что у вас забрали как в отместку. Как будто бы отомстить вам хотели. Забрал мужчина. Именно вот образ мужчины. Мужчина забрал, мужчина украл, как отомстить хотел и как наказать хотел. Может быть, этому мужчине вы отказали. Может, этого мужчину вы послали в свое время. Вот. Может быть, вы этого мужчину уличили в какой-то не совсем порядочной деятельности. Вот. В отместку. В отместку вашу любимую вещь забрал, либо вашего любимого питомца забрал. Так что, мои хорошие, это такая вот вам месть. Вот вы скажете, мне не за что мстить, я ничего плохого не делала, не делал. Ну, дуракам закон не писан, к сожалению. Вот, человек считает, что вот оно отмщение, я тебя отомстил. На самом деле сам себе он дополнительный грех на душу взял. Так показано. Не ищите, не найдете. Тоже так показано, к сожалению. И еще, мои хорошие, приворот показан. Девушки, женщины, хотите верьте, хотите нет, но вижу, что на вас какая-то женщина делает приворот. Да, это чья-то заботливая мама либо сестра. Ей очень хочется, чтобы вы стали ее либо заловкой, либо невесткой. Вот, видит она вас очень прекрасной, умной, хозяйственной, и такая говорит: девушка, что надо брать. Но поскольку, видно, вам ее сын либо брат не нравится, либо она ищет какие-то безошибочные ходы действия, вот решила она вас приворотом к своему, значит, этому брату либо сыну привязать. Глупость, конечно, несусветная, но тем не менее, она вас уже чем-то начала подкармливать. Какими-то угощениями, какими-то продуктами. Она приворот делает на еду. То есть тут могут быть и конфеты, и какие-то вкусняшки, и просто какие-то продукты. И даже то, что пьете, да, там чай заговорила, либо кофе, и вам, значит, наливает. Так, приворот у нее такой слабенький, я не вижу, чтобы он подействовал, но тем не менее. Как бы обижаться на нее, но она же хорошего желает, она же действительно вас любит, вами восхищается. Но с другой стороны, конечно, неправильный подход, да, неверный. От приворотов никогда ничего хорошего не бывает. Вижу, что она этими приворотами добьется того, что вас просто будет воротить от того мужчины, которому вас привораживает. Еще раз напоминаю, показано, что вы в рубашке родились. То есть вот эти все вещи, они на вас не действуют, либо действуют по какому-то другому принципу. Да? Поэтому ничего хорошего она не добьется. Если вы понимаете, о ком я говорю,
вы с этой женщиной, ну, может, она вам предлагала, да, познакомиться с сыном, с ее, либо с братом, вы с ней по-хорошему поговорите, объясните, что так счастливые семьи не строятся. И приворот, он ведь людей разума лишает. Люди как в животных превращаются. Разве она желает такой участи вам, либо своему, например, сыну, либо брату? Конечно же, нет. Просто поговорите с ней. Может быть, даже и не говорите, что знаете. Просто вот затроньте тему приворотов и скажите, что это самое худшее, что может быть. Что от приворота счастья никогда и никому не будет. Вот. Она поймет. Она умненькая, она поймет. Вот. Так что вас еще и привораживать пытаются. Ну, то же самое мужчины. Женщина привораживает либо к своей сестре, либо к своей дочери. Ну, потому что вы классный мужчина, видный, умный, сильный, стабильный. И она очень хорошо к вам относится. Ну, либо очень хочет, чтобы вы зятем стали. Просто поговорите, затроньте эту тему и, в общем, расскажите, что от этого счастья не бывает. Все закончится, никто больше вас привораживать не станет. Так, в самом венце. По телефону вам что-то откроется, благодаря телефону. Это может быть и звонок, это может быть и смс-ка, и также это может быть какая-то информация, которая получена, когда вы пользуетесь телефоном. Вот. Что-то очень-очень важное, что сделает вас счастливой. Тут, грубо говоря, показано, что информация уже в пути. То есть благодаря телефону вы эту информацию получаете. Вижу счастье, вижу радость, вижу такие вот прям, знаете, визги-писки. Вот настолько вам будет хорошо. Телефон. Телефон, да. Хорошее событие идет. Ну а что конкретно там будет, мне не показано. Просто показано, что вы будете очень счастливы. А может быть, вы ждете какого-то ответа, совета, что кто-то с вами свяжется. Вижу, что все произойдет, причем произойдет уже скоро. Мои милые, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.